Друзья мои, тут мне одно видео прислали, и я вспомнил одну историю. Хотел с вами поделиться вот между тренировками, пока у меня есть время. Как-то я ходил в школу от лица Совета отцов, но встречался со старшеклассниками, и был там такой конфликт. Один из учеников отказывался петь гимн. Он не хотел стоять в строю и петь со всеми гимн. Дело в том, что, оказывается, в школах у нас заставляют это делать детей. Как? Кто-то делает это сам, а кого-то заставляет. Но если ты отказываешься или не стоишь в строю, то ты получаешь порицание. И вот завуч пришла на наше занятие, начала возмущаться и говорить: вот он не поет гимн, вы должны с ним поговорить, вы должны ему объяснить, что такое патриотизм. Так вот, я объясняю, что такое патриотизм. Патриотизм – это любовь к родине. А любовь – это личное переживание человека. Нельзя заставить любить родину. Если это нужно делать, значит, с Родиной что-то не так действительно. Значит, Родина не любит своих детей, если их нужно заставлять ее любить. И, как выяснилось, этот парень действительно настоящий патриот. Потом он меня завел в президентский класс и показал мне на все портреты Назарбаева. Их там было, я не знаю, наверное, штук 50. То есть все полки книжные были с его портретами. Там, на стенах он висел там, и так далее. Он говорит: это же ненормально. Какую любовь вы прививаете? К чему эти портреты здесь везде? Это любовь к родине разве? Так вот, любовь к власти государственной, любовь к своему президенту, любовь к этому всему – это не есть патриотизм, это не есть любовь. Иногда нужно проявить настоящий патриотизм и, может быть против этой власти и быть против того, что проводит государство. Потому что нужно любить именно Родину, понимаете? Именно то место, где ты родился, то место, которое ты любишь, тех людей, которые ты любишь. И это далеко не всегда есть власть и есть президент. Поэтому сделайте выводы, понимаете? Любите своих детей, и тогда не нужно будет заставлять их любить себя.